Ровно 40 лет назад, в День защиты детей, в год 200-летия добровольного присоединения Северной Осетии к России, с любовью распахнул свои двери Дворец детского творчества. Сегодня он отмечает свой юбилей. Кажется, что это здание не имеет возраста. На стенах еще сохранилась советская мозаика, да и сам Дворец детского творчества практически не изменил свой внешний облик. По привычке многие называют его Дворец пионеров. Он был построен по инициативе Белара Кабалоева. Вот уже 40 лет бессменным руководителем является Анна Аркадьевна Гучмазова. Волей-неволей подвели итоги немножечко за эти 40 лет. И оказалось, что мы сохранили все то хорошее, что мы нарабатывали. Раз. Второе, мы все время шли в ногу с жизнью. Вот начинаются новые веяния какие-то, у детей новые потребности к организации кружков. Мы это делаем. Так у нас родились бальные танцы, современные танцы, шахматы, большие, малые. Осетинские шашки, которые открыл наш товарищ один, Техте, нашел по скальным надписям, восстановил всю эту историческую вещь. Затем художественная гимнастика, у них такие сейчас результаты. Такие художественные коллективы, как «Маленький джигит». Они сейчас уже стали постоянными участниками фестивалей, которые проводит страна на базе Дома музыки Спивакова. Поздравить с юбилеем пришли бывшие воспитанники. Здесь получили путевку в жизнь политики, известные деятели культуры, спортсмены. От имени главы республики заместитель председателя правительства Рустем Келихсаев вручил Анне Аркадьевне благодарственное письмо. Он рассказал собравшимся, что и сам в детстве ходил в фотокружок. Что замечательно в сегодняшнем празднике? То, что здесь собрались люди, которые начинали свои первые самые шаги. Кто в хореографии, кто в музыке, кто в живописи, кто в прикладном искусстве. И сегодня они, как маленькие дети, радуются встрече друг с другом. Мы с большим удовольствием поздравляем коллектив Дворца, всех выпускников разных поколений, которые вышли из этих прекрасных стен. Они помнят очень многое могли бы рассказать. И я думаю, что стенды, которые сегодня здесь подготовлены, как раз свидетельствуют о богатейшей истории нашего главного детского Дворца творчества. Во Дворце творчества работает 5 отделов – организационно-массовой работы, художественного творчества, научно-технического творчества, спортивный и программно-методический. Кружки переполнены, и каждый год на запись выстраиваются длинные очереди. На сегодняшний день ежегодно тут получают дополнительное образование 4000 воспитанников. На них приходится 200 педагогов, среди которых многие имеют звание заслуженных учителей Северной Осетии и России. Во Дворец творчества я попал около 3 лет назад. До этого я занимался в ансамбле «Дети города», где после травмы я перевелся во Дворец творчества. И уже 3 года занимаюсь здесь игрой на народном инструменте доули. Я хотел бы, конечно, поздравить прежде всего Анну Аркадьевну Гучмазову с ее юбилеем. Это прежде ее юбилей, а после уже юбилей всех педагогов, всех выпускников этого Дворца творчества. И если бы не она, я сомневаюсь, что кто-нибудь из этого дворца добился чего-нибудь. Огромное ей спасибо. И да, конечно, в этом Дворце творчества учат, преподают очень много хороших педагогов. Высокое качество обучения и воспитания подрастающего поколения в лучших традициях – это Дворец творчества вчера, сегодня и завтра. Залина Губурова, Валерий Гадзиев, Осетия ТВ.